Карасаңыз кандай татынакай көрүнгөн. Биздин көк байрагыбыз. Именно таким он видит новое знамя Кыргызстана. Голубой цвет – символ спокойствия. Смена флага должна успокоить и кыргызстанцев. 7 апреля, когда площадь была в крови, рядом развивалось наше знамя. Мне показалось, все слилось воедино – и кровь, и флаг. Все беды наши из-за неправильного цвета, цвета крови. А значит, беды, считает депутат. Вот красный флаг, а внутри тюндюк, охваченный пламенем. Такое ощущение, что тюндюк наш горит. Возможно, из-за этого Белый дом у нас 2 раза горел. За 20 лет никак в себя прийти не можем. Остальные депутаты Жогорку кеңеша согласились с коллегой и поддержали инициативу. Специальная депутатская комиссия провела экспертные слушания. Я специально эту энциклопедию купил. «Флаги мира» называется. Пролистал и подсчитал. Оказалось, только у 7 стран мира флаги красного цвета. Это тоже показатель, говорит политик. Даже у нашего героя Манаса было 2 флага. Красный он брал с собой на поле боя, а голубой всегда развивался над воротами его ставки. В отличие от политиков, сами авторы флага цвета делят только на холодные и теплые. Кызыл түс канның түз экени чын. Эгер ак болуп калса, же тунук болуп калса, ал көз жаштын түзү деп аны да жаратпай койсок. Правильно. Красный цвет – это цвет крови. Если будет белый, скажут цвет капитуляции. Прозрачный – цвет слез. Черный и синий – цвет траура. Тогда мы вынуждены отказаться от всех цветов. Оказалось, нынешнее красное знамя тоже результат политических интриг. 20 лет назад их заставили перекрасить флаг в последний момент, перед самым принятием. Если бы была наша воля, мы бы оставили наш первый вариант. Вот этот голубой флаг с белой эмблемой. Тут небо, которое всегда было для кыргызов чем-то святым. И каждый с рождения видел бы это небо и солнце через тундук своей юрты. Это был первоначальный вариант флага. Легендарный парламент долго выбирал, но победили коммунисты. Новый флаг не должен был сильно отличаться от советского. Приказ был дан перекрасить и утвердить. В этот же день началось обсуждение одного из основных вопросов повестки дня. Это была ошибка, признают сами депутаты легендарного первого созыва. Но внимательно пересмотрев всю государственную символику, скептики нашли и другие изъяны. Такого размаха, такой длины орел не имеет. У него меньше намного. Вот где-то вот до головы, до уровня головы может быть. Смотри, куда она пошла. Это очень похоже на коршун. Его птица не считает. Он кормится мышами, он кормится всякими остатками. У Манаса был сокол, вот давайте его нарисуем. Но сокол не получился, сокол маленький. Он удаленький, потому что сильный. Но орел это вот такое крылья не имеет. Смотрите, вот где голова, где тело, туловище и где крылья. Какой размах. Такое существо не должно красоваться на символике государства. Возможно, из-за этого тоже судьба страны такая тяжелая, рассуждает экс-парламентарий. Вокруг гимна еще несколько лет назад поднимался шум. Тогда госсекретарь Адахан Мадумаров обратил внимание общественности на двусмысленность некоторых строк. Там есть такое слово «бейкуттук». У нас «бей» используется как частица «не». То есть «бейокмет» — это неправительственный, «бейбаш» — это непослушный. Так и «бейкут». Если «кут» — это благополучие, а «бейкут» — это неблагополучный. Из песни слов не выкинешь, но попробовать переписать спорный текст все-таки стоит. Поиски неудачных символов – штука заразительная. Их начали находить даже в памятниках и монументах. Один недобрый знак стоял прямо на центральной площади столицы. Однажды калмыцкий хан напал на кыргызов. Он угрожал нашим предкам, что всех мужчин уничтожит. Тогда-то и будут женщины поднимать тундук. Это ведь мужское занятие. И с тех пор женщина, поднимающая тундук, считается самым страшным проклятием. На очереди монумент национального героя Манаса. Особо пытливые разглядели в памятнике то, что обычно не разглядывают.
Фрунзенин эстелигинин жанына турдум, карап, айгырды минип тура. Я специально вначале пошел, посмотрел памятник Михаилу Фрунзе. Он действительно на коне, а Манас на кобыле. Мало того, что на кобыле верхом, так еще эту кобылу на кол посадили. Почему об этом говорить стыдно? Нужно было передать образ коня Манаса со всеми частями тела. Вердикт снести и поставить новый. Депутат готов оплатить коня взамен кобылы из собственного кармана. Все эти страсти чистой воды популизм. Раздаются голоса вне стен парламента. Надо сказать, это уже третья попытка смены флага. По правде говоря, можно спорить по любому поводу. Любое светлое творение можно расшифровать как что-то плохое. Вот взять японский флаг, очень лаконичный, с точки зрения дизайна даже гениальный. И к нему могут придраться, сказать, ну что за круг, что он похож на мячик или похож на арбуз. Однако никто же не говорит, потому что они уважают свою символику. Символ делает страну или страна символ. Знаменательные дискуссии продолжаются. От их исхода будет зависеть, какому флагу развиваться над Джогорку Кеңешем. А вот будет ли зависеть от этого судьба страны?